Медицинская маска вызывает не самые хорошие эмоции у прохожих. Мы ошибочно привыкли думать, что объект в маске – это опасный разносчик гриппа. На самом деле люди часто одевают эту маску, чтобы защитить себя от вирусов в общественных местах. И правильно делают. Медицинская маска является одним из вариантов профилактики от сезонных вирусных инфекций. А чем опасны эти вирусы и какие есть еще варианты профилактики от них? Подробнее об этом прямо сейчас. Кстати, одноразовую маску из ткани или бумаги можно купить в аптеке. Стоит недорого и может защитить органы дыхания в течение 2 часов, пока не отсыреет. Но после этого от маски уже больше вреда, чем пользы. Ну а проблемы, которые появляются из-за проникновения вирусов в дыхательные пути человека, называются респираторными вирусными заболеваниями. Дело в том, что эти мельчайшие жизненные формы размножаются с огромной скоростью и тем самым наносят вред организму, особенно молодому, детскому. ОРВИ, конечно, наблюдается в течение круглого года, но осенью и зимой, конечно, количество детей и взрослых больных ОРВИ возрастает. Ну, что такое ОРВИ? Острые респираторные вирусные заболевания, то есть заболевания, которые вызываются вирусами. В детском возрасте наиболее часто встречаются как осложнения острых вирусных инфекций, поражение центральной нервной системы, от легких неврологических расстройств до тяжелых поражений головного мозга, ларингит, бронхит, пневмония, острый средний отит. Более 150 видов вирусных инфекций патогены для человека. Самыми частыми из этих вирусных инфекций выделяют это аденовирусная инфекция, корь, паротит, герпес, цитомегаловирусная инфекция, краснуха, ветряная оспа. Чем младше ребенок, тем больше у него вероятность развития осложнений. Младенцы и дети дошкольного возраста особенно чувствительны к вирусным инфекциям. Хотя незрелая иммунная система – это не единственная причина, которая делает их восприимчивыми. Капли возьмем. Оксалинку будешь под нос мазать, хорошо, чтобы вирус не прихватывать. Основное время дети проводят со своими сверстниками, и они мало обеспокоены правилами личной гигиены. И вообще ребенок особо не горит желанием часто мыть руки. Дети постоянно трогают пальцами рот, нос и глаза, а при кашле и чихании не прикрываются вовсе. Получается, детвора – это самая доброжелательная атмосфера для вирусов, которые в свою очередь передаются очень легко, а именно воздушно-капельным путем, но и через загрязненные руки и предметы ухода тоже. Если ребенок болен, ни в коем случае нельзя отправлять его в детский сад, в школу, то есть в закрытое детское учреждение, так как он является носителем этой инфекции и распространяет при чихании и при кашле с мелкими частицами мокроты вирусы могут разлетаться до 5 и даже больше метров. То есть, если ребенок пришел в детсад, где в закрытом помещении находится много детишек, почти все эти дети будут заражены. То же самое в школе. Если говорить о факторах риска, то вирусы, вызывающие простуду, почти всегда присутствуют в окружающей среде, и мы ими заражаемся. И лишь некоторые из них способствуют тому, что мы сами заболеваем, а конкретно в то время, когда мы переохлаждаемся. В списке факторов на первой строке стоит детский возраст. Объясняется это тем, что молодая иммунная система только учится распознавать, где свои вирусы, а где чужие. Вот тут и первые шишки. Молодец. Давай ушки посмотрим. Повернись. Сюда повернись. Угу. Все? Молодец. Ничего плохого на момент осмотра у вас нет. Однако слабый иммунитет может быть и у взрослых. К примеру, взрослый человек болеет ОРВИ гораздо реже, чем ребенок. По крайней мере, так должно быть. Но у некоторых людей иммунитет ослаблен болезнью или приемом лекарственных препаратов. Это все и подрывает защиту организма. Ну и, конечно же, холодное время года тоже является фактором риска простуды. У нас не сухой климат, у нас климат сырой. И когда вот ребенка даже с легким течением простудных этих заболеваний выпускают, как правило, все-таки ухудшается состояние. Если ясная, сухая погода, можно еще гулять. Но если сырой, туманный такой день, конечно, лучше не гулять, не купать детей. Потому что во время купания простуженный ребенок остужается быстро, и это заболевание приобретает более тяжелое течение.
Так, значит, не купать, не гулять, обильное теплое питье, витаминчик, вот аскорбинка, и народные даже можно средства, или вот вспомогательные мази, все это при легком течении. ОРВИ, а проще говоря, простуда – это инфекция, которая в первую очередь сопровождается насморком, заложенностью носом, слезотечением, чиханием, воспалением горла и кашлем. Все это обычно не вызывает серьезных последствий, но иногда они могут быть опасными. Редко вот кто-то из детей до года у нас не перенес острый, хотя бы не гнойный средний отит. Обычно мамы обращаются с детьми, которые жалуются в основном на вот эти отиты. Отит – это воспаление ушей. Как проявляется отит? Если ребеночек, допустим, маленький, до года, он же не может сам сказать, что у него болит. Поэтому мать в первую очередь должна обратить внимание на что? На поведение, которое меняется, когда ребенок заболевает. Это пропадает сон у ребенка будет беспокойный, ребенок будет плакать по ночам. Далее отказ от пищи, ребенок не может сосать бутылочку или брать грудь у матери, потому что ему больно при акте сосания, в ушах у него боль. Повышение температуры, иногда температура бывает очень высокая, почти до 40 градусов и выше. И боль, которая провоцирует такие маятникообразные движения головы у ребенка. Ребенок начинает из стороны в сторону качать головой, как бы мотать. Если родители столкнулись с такими симптомами, то сразу надо обратиться к врачу. Отит сам по себе не проходит и страдает при откладывании этого визита только малыш. И не обязательно, чтобы ребенка осмотрел лор-врач. Это в случае, если по месту проживания в вашей поликлинике его нет. Больного может осмотреть участковый врач-педиатр. Ну вот, пожалуйста, у нас тут острый гнойный средний отит. Вот как раз то, о чем я и говорила. Началось все с чего, рассказываете? Температурил ребенок? Нет. Насморк был у ребенка? Насморк был. Если запустить такое заболевание, как отит, оно может привести к очень нежелательным последствиям. К таким, как внутричерепные осложнения, вплоть до сепсиса, к абсцессам головного мозга. Не так страшен грипп, как его осложнения. К примеру, тот же гайморит развивается после насморка в ходе вирусной или бактериальной инфекции. Хотя прежде чем паниковать и самостоятельно ставить этот диагноз, стоит знать, что гайморит у детей до 3 лет не может развиться, так как гайморовые пазухи в этом возрасте еще не сформированы. Но в 4 года подобное заболевание у ребенка возможно. И то точный диагноз и лечение гайморита у детей должен поставить лечащий врач, а именно отоларинголог, который не только осматривает маленького пациента, но и назначает целый комплекс дополнительных обследований и диагностических процедур. Раньше пунктировали пазуху при осложненных гайморитах. Сейчас есть много методов путем перемещения, промывания полости носа. Разные есть местные препараты. Это промывание полости носа, аквалор, аквамарис, почистили, потом орошаем слизистую лекарствами. И, соответственно, почистили нос, пазуха сама очищается, и ребенок идет на выздоровление. К вирусным инфекционным заболеваниям относятся и та же скарлатина, дифтерия, корь, в том числе аденовирусные и грибковые вирусы. Но, как мы знаем, самая распространенная вирусная инфекция – это ОРВИ, кстати, с которой тоже шутки плохи. К осложнениям этой банальной простуды относятся помимо отита, ангина и риниты. Вовремя нелеченная, в тяжелой форме протекающая острая вирусная респираторная инфекция может давать осложнения. И возникают риносинуситы, возникают отиты. Это уже бактериальное осложнение, которое требует уже антибактериального лечения. Но, конечно, надо обязательно показать лор-врачу в такой ситуации. Риниты – это заболевание полости носа, заболевание воспаления слизистой полости носа. Как они проявляются, вот эти заболевания? Это сразу же появляется слизистое, густое или жидкое, гнойное, отделяемое из носа. Поэтому такими же вот признаками необходимо, чтобы мамаши сразу обращались к врачам. А врач, в свою очередь, назначит соответствующее по весу и возрасту ребенка лечение, которое включает в себя комплекс лекарств. Это может быть и противовирусные препараты, капли при необходимости и, в крайнем случае, антибиотики. В прошлом году в Москве как-то на конференции профессор говорил, что чтобы начать антибактериальную терапию, за границей нужно создать консилиум 3 врачей для того, чтобы разрешить это. И поэтому у них даже дети с тяжелыми заболеваниями легко лечатся. Какие еще осложнения?
осложнение уже со стороны бронхолегочной системы. То есть с верхних дыхательных путей эта инфекция может спускаться вниз. Развиваются бронхиты, бронхиолиты, пневмонии, вплоть до пневмонии. Там уже, конечно, к вирусной инфекции подсоединяется бактериальное состояние, ухудшается там вплоть до госпитализации. Также при инфекционных заболеваниях в случае осложнения поражается и орган зрения. Грипп, характеризующийся острым началом, может вызвать воспаление различных тканей зрительного аппарата. Происходит активация вируса герпеса в организме и в дальнейшем развитие глазного герпеса. Герпес, он считается, есть у многих людей, но при снижении иммунитета он иногда поражает и глаза, и может вызвать менингит, и осложнение менингита может быть неврит зрительного нерва, который часто переходит в атрофию зрительных нервов и вплоть до слепоты ребенка. На начальных стадиях выявить симптомы герпеса помогает лампа лупа медицинская, а позже проявления обычно видны уже невооруженным глазом. Передача тоже происходит воздушно-капельным путем, а чувствительность к инфекции при отсутствии иммунитета близка к 100%. Самым частым вирусным заболеванием у нас в глазной патологии выделяют вирусные конъюнктивиты. Вирусные конъюнктивиты часто сопровождают простудное заболевание ребенка, которое сопровождается повышением температуры тела, слезотечением, светобоязнью, с катаральным ринитом. Одним из тяжелейших заболеваний выделяет герпетический кератит, когда поражается уже роговица, вплоть до язвы роговицы, и ребенок рискует потерять зрение вплоть до слепоты. При возникновении конъюнктивита на фоне гриппа лечение сводится к общей борьбе с основным заболеванием. А глазки у ребенка следует промывать противовоспалительными настоями трав, к примеру, ромашкой, закапыванием глазных капель. В итоге при выздоровлении от основного заболевания купируется и вирусный конъюнктивит. Если течение более тяжелое, более выражены все симптомы, выше температура, надсадный такой мучительный кашель, першение в горле, глазки покраснели, текут глазки, то там, конечно, надо уже подключать противовирусные препараты. Не антибиотики, а противовирусные. Опять же, конечно, насчет препарата уже лучше проконсультироваться с врачом. То есть, если более тяжелое течение вирусной инфекции, надо, конечно, показаться врачу. Если высокая температура, вызвать врача на дом. Недолеченные вирусы нам дают осложнения. В лор-практике это тот же отиты, гаймориты. Гаймориты, в свою очередь, это гайморит воспаления слизистой оболочки пазух, и осложнения могут быть вплоть до летального исхода, так как воспаление находится рядом с головным мозгом. Поэтому важно наблюдение у педиатра. Предотвратить болезнь всегда проще, чем лечить, поэтому профилактика острой респираторной вирусной инфекции у детей является лучшим вариантом защиты от нее. Например, вакцинация – самый распространенный способ профилактики ОРВИ. Однако не все дети могут пройти этот метод, так как многим подобная прививка дает аллергическую реакцию, и потом вакцина от гриппа защищает только от гриппа, а от заражения другими ОРВИ необходимы дополнительные меры. Насчет специфической профилактики. Особенно это важно для детей, которые отправляются вот в эти детские учреждения, дошкольные или школу. Что может мама предпринять? Самое простое и недорогостоящее. Оксалиновая мазь, сейчас есть мазь Виферон тоже. То есть утром перед школой, перед детсадом или перед выходом в гости куда-то, вдруг там в гостях окажется, что кто-то болен острым респираторным заболеванием. Смазывать носовые ходы этой мазью. Пришли домой, если ребенок постарше, может промыть как бы носовые ходы даже просто проточной водой, желательно промыть носовые ходы проточной водой и опять смазать вот этой оксалиновой или вифероновой мазью. Оксалиновая мазь служит отличным барьером, защитой от вирусных инфекций. Именно про нее говорила врач-педиатр Фатима. Интересно, сколько стоит? Всего 17 рублей. От себя добавлю. Вещь действительно эффективная, проверена на личном опыте.
Эффективным средством профилактики считаются также противовирусные препараты. Курс приема таких медикаментов существенно снижает риск заболеваний даже при экстренной профилактике. При этом благотворный эффект сохраняется до 3 месяцев, то есть на весь эпидемиологический период. О побочном воздействии антибиотиков все как бы наслышаны, но тем не менее даже при легком заболевании многие мамы начинают от себя давать антибиотик. Это как бы и безграмотно, и необоснованно абсолютно. И даже экономически невыгодно, потому что бессмысленная трата денег, и плюс еще вред ребенку наносится необоснованный. Антибиотики на вирусы не воздействуют. Надо, если и начинать, то с противовирусных препаратов. А чтобы дело не дошло даже до противовирусных препаратов, гуманнее всего во избежание заболевания у ребенка укреплять его иммунитет. Важно обратить внимание на профилактику вирусных заболеваний. Это тщательное мытье рук с мылом. Если есть заболевание, то до закапывания и после закапывания. Следить за гигиеной. Это должно быть постельное белье отдельное, принадлежности отдельные. Полотенце у ребенка или у взрослого человека должно быть отдельным. Значит, следить за общим иммунитетом, укреплением иммунитета общего. Для укрепления иммунитета ребенка важное значение имеет также комплексное питание, богатое витаминами, углеводами, белками и другими необходимыми веществами. Кстати, витамины лучше всего использовать не аптечные, а натуральные. Еще один совет. В тот момент, когда ваша рука уже дотянулась до сладостей, которыми вы привыкли радовать своих детей, задумайтесь, а что я дам своему ребенку в плане пользы? А ничего, только вред. Но правильное решение рядом, в соседнем отделе. Вот, и вкусно, и полезно, и ребенок рад, а его организм просто счастлив. Так и есть. Более того, поздняя осень – это как раз то время, когда недавно собранный урожай фруктов и овощей ждет нас на прилавках магазинов. Поэтому с этим тоже не стоит откладывать, ведь зима уже не за горами. Следующим вариантом профилактики ОРВИ является применение иммуномодулирующих препаратов. Это в случае, когда иммунитет ребенка не успели вовремя укрепить, а сезонная эпидемия уже началась. Конечно, этих медикаментов много, но задача у них одна – укрепить иммунную систему и обеспечить быструю и действенную реакцию на попадание в организм вредоносных вирусов. А если назначать иммунные препараты, то только по согласованию иммунолога. Иммунных препаратов в России очень много, и некоторые из них даже не проверены, поэтому это тоже очень надо будет осторожно к нему относиться. Простудные заболевания – неизменные спутники холодной и дождливой осени. И болезнями этими, конечно же, болеют все, но одни реже, а другие чаще. В среднем за год человек может простудиться 3-4 раза. Это считается нормой. Но если эта цифра перевалила границы, то это уже тревожный сигнал. Поэтому не игнорируйте, прислушайтесь к советам специалистов медицины, ведь их задача – заботиться о нашем здоровье и здоровье наших детей.